Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего вам ждать от загаданного мужчины? Настройтесь, пожалуйста, на отсыпку, загадайте своего мужчину. Мысленно, либо вслух обратитесь к нему. Назовите его по имени, так и спросите, чего от тебя ждать, на что ты способен и что ты будешь делать, что предпринимать. Я же со своей стороны прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, давайте разбираться. Отсыпка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Чего вам ждать от мужчины? Сюрпризов. Ждите от мужчины сюрпризов. И сразу хочу сказать, сюрпризы не всегда будут приятными. Ну, не то, чтобы он хотел бы создавать вам проблемы. Нет. Просто он мужчина, а вы женщина. И как мужчине ему не дано познать тонкую женскую душу. Вот. Он будет какие-то вещи предпринимать, которые не всегда вам будут не только понятны, но и приятны. А он типа вот-вот тебе сюрприз. Да. Но будут и приятные моменты, очень приятные моменты. Вот один момент, когда мужчина вас действительно порадует, действительно перед вами откроется. Здесь просто вот до слез ситуация идет. В чем-то признается, либо что-то вам преподнесет, да, какой-то подарочек, какое-то действие сделает. Прям посмотрите на него и скажете: мой ты дорогой, да, любимый, родной, как же ты мне угодил. Причем это будет совсем скоро, совсем скоро. Он уже над этим работает, он уже этим занимается. Совсем скоро его осенит, и он это сделает. Но здесь сердечко именно ваше порадуется, ваше сердечко. Так, еще неприятный сюрприз. Но здесь с какой-то женщиной связан неприятный сюрприз. То ли она ему мама, то ли она ему какая-то, может быть, и бывшая, может быть, просто знакомая. То ли познакомит, то ли как-то вам встречу совместную устроит. Вы такая в шоке будете, скажете: ничего себе, сюрприз, зачем мне такой сюрприз, к чему бы это? Ревновать, во-первых, будете, а во-вторых, вам очень не понравится вот вся эта затея его. А он в недоумении будет: почему тебе не понравилось? Я ведь старался, я ведь со своей самой лучшей любимой мамочкой тебя хотел познакомить. Я ведь там с лучшей подружкой детства хотел тебя познакомить. Да, какую-то женщину вам подсунет. Угу. Но вам точно не понравится. И даже вот ревность какую-то вижу, ревность. Ну, особенно если с бывшей познакомит, ревность будет, либо с вот этой типа подружкой детства. Да, но если с мамой, то мама, возможно, у вас какая-то памятная дата, годовщина, либо какой-то особый случай, а он возьмет, да и маму туда приведет. Вы скажете: ну вот, приехали. Я хотела с тобой время провести, а ты маму привез. Что такое? Предупредил бы, я бы свою маму привезла, да? Ну, в общем, не угодит. Здесь он не угодит. Так, еще. Ваш мужчина, это не у всех отыграется, у кого-то вот, может, 20% девочек, мужчина затеял какую-то поездку. Я бы даже сказала, не просто поездка, а как переезд, либо отъезд на длительное время с целью, например, там, улучшить финансовое положение, состояние, либо действительно перебраться в другую страну, где легче жить, легче зарабатывать, может быть, поспокойнее обстановка.
Но сам переезд, например, в ваши планы, либо его долгий отъезд в ваши планы, он прям совсем не вписывается и не входит. И здесь я вижу, вам придется его долго отговаривать, приводить аргументы. Но опять же, переспорить его, что ли, в этом плане придется. Он прям такой настроился, знаете, как будто бы в розовых облачках находится. Ему кто-то где-то что-то наговорил, что там за границей, да, все намного слаже, намного там теплее солнце светит, и прям деньги на деревьях растут. И он в это верит, ну, как маленький ребенок. Вот. Либо сказали, что где-то там за 3-9 земель можно хорошо заработать. А что там рабские условия, например, ему не сказали. Вот. А вы, как женщина умная, вы сразу поймете. Может быть, вы вообще в этой теме. Может быть, кто-то из ваших подруг с этим сталкивался. И вот вижу, что будете его отговаривать от этой гениальной, по его мнению, идеи. Нет, ему ехать не надо. По крайней мере, не сейчас. Не сейчас. Да и вам пока тоже ехать не надо. Если, например, он будет уговаривать, что поехали вместе, поехали там денег заработаем, либо поехали новую жизнь начнем. Девочки, пока нет. Пока нет. Да и как-то не получится. Не получится. Ну, видите, с таким заявлением он к вам придет. Так, еще. Здесь мужчина, у кого-то отыграется, мужчина запутался в каких-то проблемах. То ли он в них запутался, ну вот сам, знаете, по невнимательности, неуклюжести, то ли он их складирует, да, копит, складирует эти проблемы. Ну, от вас не хочет отвлекаться, либо лень ему этими проблемами заниматься. Там уже такая порядочная кучка выросла, да, вот-вот и его прям завалят эти все проблемы. Вы вот лучше с ним по поводу проблем поговорите, чтобы он ничего не откладывал на завтрашний день, чтобы он разбирался вот именно по факту. Возникла проблема, бери, разберись, бери, реши. Ну и дальше иди. Может быть, даже вам придется ему чем-то помогать. Ну, по крайней мере, давать хорошие советы. Советы, подсказочки. Да, проблем много себе накопил. Так, еще ждите от мужчины каких-то новых, витиеватых комплиментов. Что-то он такое начнет вам говорить, что вы сразу и не поймете, о чем он, что он имеет в виду. Тот мужчина кем-то вдохновился, либо каким-нибудь там психологом из ТикТока, Инстаграма, либо какой-то коуч, может быть, да, там по пикапу. Ну, в общем, удивит. Вам так это не понравится. Вы такая скажете: фу-фу-фу, что происходит? Ты что, белины объелся? Почему ты такими вот там высказываниями, либо как витиеватыми этими комплиментами со мной разговариваешь? Прям очень вам не понравится. Прям почувствуйте чье-то чужое влияние на него. Ну, это он явно впечатлился, либо обсмотрелся, либо, знаете, хотел максимально на вас произвести впечатление, а все как-то наоборот получится. Так, кому-то из девочек мужчина готовит свидание, причем незабываемое во всех смыслах этого слова. Ну, хочет, конечно, он все идеально сделать, а получится как всегда. Как всегда. Какое-то свидание с выездом. То есть куда-то нужно будет либо далеко ехать на это свидание, либо, как, может быть, за город, да, как на какой-то отдых в каком-то отеле. Там проблемы могут быть. Проблемы. Либо в самой дороге проблемы могут быть, либо в месте, куда вы приедете. Может быть, он бронирование делал по картинкам из интернета и отзывы не читал. Может быть, там дорогу перепутает, да, либо навигатор его подведет. Вы с ним договоритесь так, чтобы все такие сюрпризы он обсуждал именно с вами. Скажите: мне не надо сюрпризов, ты мне просто вот объясни, что ты хочешь, да, и мы вместе над этим поработаем. Потому что у него глаза загораются, и он как-то, как мозг отключается, да, вот у него есть идея, и мозг отключился. А вы нет, вы такая скрупулезная, вы будете разбираться, вы будете там и отзывы читать, и маршрут составлять. Вы такая, вы с умом, девочки. С умом живете. А он только как глазами живет, впечатлениями. Так, еще. Кому-то из девчонок мужчина будет предлагать необычный интим. Прям совсем необычный.
Честно скажу, кому-то прям понравится эта идея. И прям будете этим заниматься, и оба удовольствия получите. А кто-то из девчонок прям скажет: не-не-не, это отвратительно. Это извращенец, или там как-нибудь еще по-другому его назовете. Но опять же, девчонки, все, что он делает, направлено на то, чтобы на вас произвести максимальное впечатление, на то, чтобы вас удивить, на то, чтобы вы сказали: о боже, мой мужчина лучше всех, да? Он самый интересный, он самый изобретательный, он самый гениальный, он самый-самый, да. Не бойтесь сказать, если вам что-то не нравится, и отстоять себя, да, свою неприкосновенность, наверное, в этом вопросе. Ну, а кому-то мужчина сделает предложение, и вам действительно тоже будет это интересно, и действительно понравится. И так отыграться может. С левой стороны вышла. Так, еще. У кого-то в паре неожиданно тучка ревности набежит над вами. Причем ревновать будет и он вас, и вы его. Смотрите, мои хорошие, каждая пара это переживает, но чтобы эта ревность не разрушила ваши отношения и не подкосила вашу любовь. Понимаете? Все в жизни бывает, все в жизни бывает. И бывают девчонки, которые хотят, например, спровоцировать. Да и мужчины часто провоцируют ревность. Вам не нужно друг другу доказывать свои чувства. Вам по-другому нужно выстраивать свои отношения. И если мужчина вдруг где-то себя неправильно повел, вы ему просто об этом скажите. Скажите, что мне неприятно, что ты общаешься там с какими-то женщинами. Либо там женщина на тебя вешается. С чего бы это? Если она твоя коллега, пусть ведет себя поскромнее. Мне это неприятно. Мне неприятно, что ты там с какими-то знакомыми переписываешься. Но сами в обратку не идите. Да? То есть вы увидели его, застали, вернее, за перепиской, и сами там начали с кем-то списываться. Ну, типа, я тебе сейчас покажу, я тоже могу. Вот так делать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Он-то по глупости это делает, а вы как сознательно будете делать. И это может и подкосить вашу любовь. И к скандалу может привести, что тут уж скрывать. Не надо, девчонки, не надо. Этого не надо. Говорите как есть. Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы ты это делал. Все. Если ты меня любишь, ты этого делать не будешь. И он, правда, не будет делать. Но провоцировать его не стоит. Прям тучка ревности набегает на вас двоих. Так, еще от мужчины ждите странного подарка. Странный подарок. Ну, правда странный. Я не могу сказать, что это. Вы все разные. Но, во-первых, эта вещь вас совершенно не впечатлит, а наоборот даже как-то огорчит. Вы такая: что это? Зачем ты мне это притащил? Либо как тебе в голову пришло любимой девушке дарить вот такую вот странную хрень? А ему кто-то посоветовал, девочки. Он вам, конечно, не признается, но вот я четко вижу, что ему кто-то посоветовал. Посоветовали как пранк, как шутка, да, хотели его разыграть. Тот, кто советовал, даже и не думал, что он купит это в подарок вам. Ну вот как развели его, да, развели. Но он и сам виноват, не надо быть таким доверчивым. Не нравится вам подарок, девчонки, скажите как есть. Вот я не хочу такой подарок. Мне этот подарок обидел, например, да. Я хочу вот то-то, то-то. Четко ему скажите, что хотите. Поверьте, он обязательно исправится. Еще 100 тысяч раз перед вами извинится за то, что не угодил. Он неплохой человек. Он просто какой-то немножко как Маша Растеряша, да. Какой-то такой расхлебанный. И руки делают, а голова только лишь там через 2 часа думает. Или через сутки, да, а что же руки сделали, либо зачем руки это делали. Вот какая-то горячность в нем чувствуется. И эта горячность ему по жизни и помогает, и очень здорово вредит, особенно в отношениях с вами. Вот он может что-то ляпнуть, да, не подумавши. То есть он не хотел вас там ни зацепить, ни обидеть, вот просто вот ляпнул. А вы раз и надулись на него. Он ходит потом и думает: а что с ней случилось, да, что у него там настроения нет, ПМС у нее, что не так. Он даже за собой не замечает, что он говорит. А вы вместо того, чтобы обижаться, вот он ляпнул, а вы ему такая: а что ты ляпнул? А зачем ты это сказал? А это мне неприятно. Хочешь со мной поссориться? Вот учите его, девочки, учите. Вы, возможно,
младше, чем он по возрасту, но вы гораздо умнее, чем он, ментальнее, вернее, да, не просто умнее, вы ментальнее и взрослее, чем он. Поэтому надо учить, тем более он очень податливый. Может быть, не с первого раза и даже не со второго, но с третьего точно он все усваивает. А дальше будет проще. Он хороший мужчина, хоть и безалаберный, все равно хороший, добрый. Вот в нем доброта чувствуется. И, кстати, вы ведь тоже на его эту доброту пошли. Вы почувствовали, что он добрый мужчина. И вот стали с ним общаться, дали ему шанс. А дальше уже и любовь пошла. Ну а вы для него, конечно, райская птичка. Вы для него подарок судьбы. Тут и звезду показали, и птичку показали. Он очень вас, девочки, любит. Очень. Он, знаете, как своему счастью поверить не может, что такая невероятная, яркая, умная, самая прекрасная женщина в мире на него внимание обратила. Вот он иногда себя и спрашивает: вот, Боженька, а за что мне такое счастье, да? А как так вышло, что такая красотка, да на меня внимание обратила? Вот есть у него такие мысли, девчонки, есть. Да, вас он высоко ценит, но не всегда умеет об этом сказать. Ну, что поделаешь, мужчина, да? Мужчина. Так, чего еще вам ждать? Но у кого-то мужчина на более серьезные шаги решится. Не у всех, девочки, не у всех, отсыпка общая. Но вот вижу, у кого-то решится. Но он как-то немножко спешит. Что-то прям серьезное будет вам предлагать. Ну, например, там замуж звать, либо там ребеночка, да, роди мне ребеночка. Вот хочу от тебя ребеночка. А жить где? А содержать за что? Либо вы там, например, карьеру сейчас делаете, как вам ребеночка выражать, куда? Вместе с собой в офис носить ребеночка. Ну, в общем, вы с ним поговорите. Не отталкивайте, не отрицайте, не говорите нет, а объясните ситуацию, что да, мне очень приятно, я тоже хочу, но сейчас мы немножко спешим. Давай вот там определимся, где мы будем жить, откуда у нас деньги будут приходить. И потом уже и с детьми, и с браком со всем этим определимся. Так, и еще мужчина вас в одном моменте очень сильно удивит. Видите, его тут зайцем показали. Зайцем, который смотрит в обратную сторону. Он чего-то испугаться может. Испугаться. Либо какой-то ситуации может испугаться, либо вы можете что-то такое сказать, что его испугает. Как зайца превратиться на несколько, там, не знаю, минут, часов. Девчонки, там не все так просто. Может, у мужчины какая-то фобия есть. Фобия, действительно, которую он скрывает. Может быть, еще что-то. Но вы его не судите, если он испугается. Вы его попросите, чтобы он вам честно объяснил, что с ним произошло, либо чего он боится. Надо выговорить. Вот выговорит, и бояться меньше станет. Но там причина есть. Реально есть какая-то причина его страхов. Знаете, вот такие отношения, когда мужчина как взрослый ребенок, а женщина как мудрая учительница. Вы меня извините, но именно так и идет. Ну, такая энергетика у этой отсыпки, вот такое ощущение. Может быть и не в 100%, да, а может быть там где-то 70-80%. Но вот идет такое ощущение. Вы ментально вот такие люди. Он взрослый ребенок, а вы очень мудрая и строгая женщина. Давайте так. Вы как-то более серьезно, что ли, все воспринимаете, а он более проще воспринимает. И иногда вы категорически друг друга не понимаете. А в другие моменты вы прям как монолит, вот единый целиком и полностью. Очень интересные у вас отношения. Если вы свои роли вот строгой учительницы отрицать не будете, вы очень счастливыми станете в будущем. Ну а если вы захотите быть, например, слабой женщиной при сильном мужчине, нет, этот мужчина прямо сейчас этого вам точно не даст. Вы можете разочароваться. Может быть, со временем, когда вы его там воспитаете, много в него там всяких знаний, навыков вложите, да, это будет, но не сейчас. Не сейчас. Но вот я вижу, что вы более серьезный, а он более такой шалтай-болтай.
но тем не менее симпатичный. Симпатичный. Вы постоянно думаете друг о друге, вы друг друга чувствуете. И даже совсем скоро, либо уже, либо вот совсем скоро начнете понимать друг друга и без слов, как читать друг друга, да, мысли читать друг друга. Ну, все у вас будет замечательно. Все замечательно. Главное, научитесь друг другу правду говорить, ничего не утаивать и вот максимально объяснять свою позицию, свое отношение, свои чувства, свои впечатления. Тогда вообще проблем у вас вместе не будет. Но так ждите сюрпризов. Сюрпризов будет очень много. Он постарается. Он мастер сюрпризов. Ему нравится делать сюрпризы. Но в ваших руках, девочки, что все сюрпризы были приятные. Да? Накануне проговаривайте, будьте максимально открыты. Тогда он будет знать, что для вас сюрприз, а что для вас и не совсем приемлемо. Хорошая вы пара, у вас все хорошо будет. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.